У нас в мире происходит миниатюризация различных приборов. Конечно, у нас у всех есть ежедневники, и они заполняются так, как надо. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Тюнюкова Татьяна, и я математик. Я заканчивала магистратуру, и мне предложил мой научный руководитель пойти к нему в аспирантуру. Я согласилась. Я училась в математическом классе достаточно сильном, с 5 по 9 класс. У нас была очень хорошая учительница. Она заложила все основы, которые должна была заложить. И вот на этих основах можно было уже строить то, что получилось. На данный момент мы с моим соавтором, доктором физико-математических наук и профессором Юрием Павловичем Чубуриным занимаемся математическим исследованием различных физических моделей. И чаще всего эти модели имеют очень маленькие размеры, наноразмеры, нанопроволока, например. У нас в мире происходит миниатюризация различных приборов, то есть все стоит меньше и меньше, и в определенный момент электрон в проволоке начинает себя вести не как частица, а как волна. Все наши достижения – это научные результаты, которые опубликованы в статьях. То есть о нашей работе можно судить только о качестве и количестве наших научных публикаций. Публикаций много, публикации еще бывают в разных журналах, в международных журналах. Для того, чтобы опубликовали статью, допустим, в каком-то крупном международном журнале, конечно, на английском языке, нужно работать где-то, скажем, в районе года. Мечта общая, касающаяся не только науки, но и жизни обычной бытовой, чтобы на все хватало времени именно столько, сколько нужно. То есть не обязательно время обязательно на отдых, допустим, или там на какие-то развлечения, путешествия, но и в работе тоже иногда требуется время для того, чтобы решить задачу качественно. Да, было бы неплохо. Конечно, математики – это люди достаточно уже структурированные. И, конечно, у нас у всех есть ежедневники, и они заполняются так, как надо. Но иногда дел столько, что просто никакой тайм-менеджмент не подходит. Нужно распределять, наверное, не время уже, а энергию свою.